Открывая заседание сессии, спикер парламента Лаша Ашуба поздравил журналистов с профессиональным праздником, а также приветствовал нового представителя президента в парламенте Батала Айба. Депутаты обсудили повестку и приняли решение отложить рассмотрение градостроительного кодекса для доработки вопросов, вызывающих сомнения. Еще до начала сессии из повестки исключили поправки о клевете. Первый вопрос о проекте закона о государственных закупках представил депутат Резу Зантария. Проект закона о государственных закупках устанавливает фундаментальные основы, фундаментальные основы и порядок организации проведения государственных закупок, а именно детально регулирует порядок осуществления закупочных процедур, способы осуществления закупок, регламентирует порядок осуществления контроля, что является важным за государственными закупками, определяет орган и осуществляет порядок определения поставщика. В проекте предусмотрены два вида государственных закупок. Это конкурентные и неконкурентные. Каждый из этих видов государственных закупок практически расписан в нашем законодательстве как инструкция. В целях обеспечения прозрачности закупок проектом предусмотрено создание электронной площадки, проведение государственных закупок, куда открытый будет доступ всем желающим быть участником данного конкурса. Законопроект одобрили в первом чтении. 31 депутат проголосовал «за». Вторым вопросом рассмотрели изменения в закон о международных договорах. Мы же в этих изменениях предлагаем, не подлежащие ратификации межгосударственные и межправительственные договоры Республики Абхазия не могут устанавливать иные правила, чем предусмотрены законами. Статью 7 мы предлагаем изложить в следующей редакции. Президент Республики Абхазия обеспечивает предоставление Народному собранию проектов международных договоров, заключаемых от имени Республики Абхазия, не позднее, чем в 10-дневный срок до принятия решения о подписании такого рода соглашений. Также Кабинет министров Республики Абхазия предоставляет Народному собранию проекты международных договоров, заключаемых от имени Кабинета министров, не позднее, чем 10 дней до принятия решения об их подписании. Министерство иностранных дел Республики Абхазия предоставляет собранию проекты международных договоров межведомственного характера не позднее, чем 10 дней до принятия решения об их подписании. Международные договоры, указанные в частях 1, 2, 3 настоящей статьи, не могут быть подписаны до предоставления их в Народное собрание. Министерство иностранных дел Абхазии информирует Народное собрание о договорах Республики Абхазия, а также о прекращении таких договоров или приостановлении их. Спикер парламента объяснил, почему депутаты посчитали необходимым внести такие поправки в закон. Так сложилось, что, конечно, в итоге многих соглашениях и договоры попадают к нам в парламент, и мы должны ратифицировать. И на этапе ратификации у нас уже нет возможности внести какие-то изменения или, во всяком случае, участвовать в консультациях на этот счет. Мы столкнулись с ситуацией, что некоторые наши чиновники могут заниматься самодеятельностью по своим направлениям, в том числе и министры. В конечном итоге все документы приходят в парламент. Если парламент их не принимает, они уже проработаны на этапе межправительственного канала, что называется, да, или межведомственного канала. Получается, что это не способствует хорошему климату в международном общении Республики Абхазия. 32 депутата одобрили поправки во втором и окончательном чтении. Широкие обсуждения развернулись вокруг изменений в закон о налогообложении. Представитель президента в парламенте Батал Айба и начальник управления по работе с задолженностью Министерства по налогам и сборам Алан Асландия предложили установить предельную сумму дохода для плательщиков спецналога на отдельные виды деятельности. Однако депутаты не поддержали изменения. 19 человек проголосовали против, 7 за, 5 воздержались. Следующий вопрос прямо противоположного эффекта о снижении налогового бремени на представителей малого и среднего бизнеса депутаты одобрили в первом чтении. Данный налоговый режим, он поможет упростить налоговую отчетность для налогоплательщиков. И там в данном законодательстве предусмотрено, что сумма уплаченных платежей во внебюджетные фонды уменьшает налог на поступление, сам налог, сумму налога по упрощенной системе налогообложения. Таким образом, мы сможем увидеть действительное количество сотрудников, работников задействовано у того или иного предпринимателя, действительную, верную заработную плату, которую они в действительности получают,
И, соответственно, от заработной платы мы увидим отчисления во все внебюджетные фонды. В первом чтении принят закон о валютном регулировании и контроле. Законопроект разработан в рамках гармонизации законодательства России и Абхазии. Он устанавливает правовые основы валютного регулирования. Комитет по бюджету рекомендовал закон к принятию, но анонсировал ряд доработок ко второму чтению. Есть некоторые предложения, которые исходят от Национального банка. Мы их рассмотрим обязательно, когда будем на комитете, когда будем готовить данный законопроект к принятию во втором чтении. На сегодня давайте возьмем его за основу. Прошу проголосовать за принятие в первом чтении. В окончательном чтении приняты поправки, позволяющие потомкам махаджиров восстанавливать абхазские фамилии в упрощенном порядке. Уже были ситуации, к нам обращались из комитета по репатриации, когда, получается, репатрианты приезжают, хотят изменить фамилию, то есть взять абхазский паспорт, национальность изменить, но они, получается, что попадали в вот эту сложную ситуацию. Получается, что статья наложилась на другую статью, то есть сейчас мы эту ситуацию исправляем, отдельной главой вводим, и эту ситуацию разрешаем для того, чтобы для наших братьев, репатриантов, все те же условия, они упрощенные, которые были ранее, чтобы они вновь применялись в случае, если они захотят восстановить свою фамилию. Депутаты не одобрили предложенные Инаром Гицба поправки в Конституционный закон о судебной власти. Во втором и окончательном чтении приняты изменения в закон о недрах. Там есть понятие как рудные материалы. Рудные – это значит благородные материалы, это относится золото, железо, и вот, которые находятся, да, и серебро у нас есть, да. Внести в закон Республики Абхазия 30 июня о недрах. Выдача лицензий на использование участками недр в целях добычи рудных материалов осуществляется органом управления Государственным фондом недр по согласованию с органом государственного горного надзора после одобрения Народным собранием парламента Республики Абхазия. На комитете также этот вопрос обсуждался, все единогласно поддержали. Народные избранники расширили список товаров, освобожденных от налогов при ввозе в страну. В перечень входят категории товаров, которые не производятся в Абхазии. Теперь в список Кабмина добавили растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных, оцинкованную сталь, проволоку из железа и нелегированной стали. Далее депутаты рассмотрели ряд земельных и имущественных вопросов. Так, Сухумскую кондитерскую фабрику одобрили к приватизации, как и весь имущественный комплекс гостиницы «Амткел» в Сухуме. 126 соток в Цандрипше выведены из категории сельхозназначения под базу стройматериалов. 1,5 гектара в селе Мачара из лесного фонда для строительства храма с монастырским комплексом. 35 соток в Дранде выведены из категории сельхозназначения для строительства гостиницы, а также 6 соток в Калдахваре под жилой дом. В рамках категории «Разное» в повестке дня депутаты рассмотрели два вопроса о награждении почетной грамотой министра юстиции, бывшего представителя президента в парламенте Андри Барцец, и внесение изменений в закон о сельском хозяйстве. Внесение изменений в закон о сельском хозяйстве обусловлено необходимостью устранения пробела в нормативно-правовом регулировании в отношении механизации сельского хозяйства. Не обладая информацией о количестве и состоянии техники, поступления топлива и об электропотреблении, невозможно выработать государственную политику в данной сфере. Принятие настоящего законопроекта обеспечит соблюдение стандартов по обслуживанию и хранению техники, а также будет способствовать нормативно-правовому регулированию деятельности госнадзора за состоянием техники, постановке на государственный учет тракторов, бульдозеров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, что относится к тракторной технике, а также снегоходов и квадроциклов, объем двигателя которых не более 50 кубических сантиметров и скорость не ниже 50 км в час, то есть агрегаты, которые могут ездить по дорогам общего пользования. Оба предложения были одобрены народными избранниками. На этом заседание сессии парламента подошло к концу. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Сосрыква Гухава, Абаза ТВ.